Пожизненно осужденные. Сострадание уместно. Аргама в Дранском СИЗО. В Абхазии с 2007 года законодательно закреплен мораторий на смертную казнь. Отсюда наиболее строгой, жесткой мерой наказания является пожизненное лишение свободы. Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовный кодекс Республики Абхазия. Говорят, что когда в 90-х годах в России президент Ельцин помиловал смертников, расстрел заменили на пожизненное лишение свободы, многие смертники пытались оспорить это решение и буквально требовали расстрелять их. Получается, что пожизненное лишение свободы они воспринимали как более строгое наказание, чем расстрел. Сегодня ведущий Аргамы в Дранском СИЗО. Министр внутренних дел Роберт Витальевич Киут сдержал свое слово, и мы планируем цикл передач вокруг Дранского СИЗО. В первый день работы мы намерены встретиться в специфических, правда, условиях с заключенными, которые осуждены на пожизненное лишение свободы. Таковых в Дранском СИЗО 4 человека. Если кого-то интересует национальность, 2 абхаза и 2 армянина. Язиджан Сурен, Кандакчан Самвел, Твардвая Умар. Еще один пожизненный Кхагба, он отказался от общения со съемочной группой абхазского телевидения. Что они чувствуют? Какова жизнь в тюремной камере? В эфире Аргама. Вот, честно говоря, вот о вас троих мы ничего не знали. Ничего. Единственное, все эти годы я, например, часто вспоминала Хагба, которого никогда не знала. Я с ним не знакома, но я помню эту историю, и я помню, что народная молва за него переживала. Недавно вот министр внутренних дел был в эфире у нас в студии, и я его попросила, мы можем, если у вас там все хорошо, у вас порядок и так далее, мы можем пообщаться с людьми, чтобы понять, что они чувствуют, как они там живут, потому что, что бы в жизни ни случилось, мы все люди, правда же? Жизнь человека, она непредсказуема. И поэтому мы просто хотели с вами пообщаться. И мы очень хотим, чтобы вы не нервничали и расслабились, потому что кого-то тут подставлять мы не можем. Понимаете, мы об этом не думаем. Нам это не нужно, потому что мы еще хотим здесь работать, еще хотим сделать цикл передач о людях, которые тут находятся. Вы пойдите и спросите, за что осудил ты человека таким сроком. Язиджан Сурен Хачикович, 1958 года рождения, из села Нижняя Шера. Вы уже отсидели 16 лет. Осуждены по статье 99, 159, 104. Не будем перечислять по каким пунктам. Что мы о вас знаем? Убили женщину из села Атара-Армянская выстрелом из ружья. Тело спрятали на территории приусадебного участка. Похитили телевизор, золотое кольцо, 500 рублей. К моменту совершения преступления вам было 48 лет. Это зрелый возраст. Что заставило вас пойти на такой шаг? 48 это все-таки не 20 лет, 18, да, вот когда пацаны хулиганят, да, вот как случилось это? Вот. Просто что заставило вас? Вы нуждались или что это было? Старый телевизор Акира. Вы жили в селе Нижняя Шера?
вы жили. А кто был еще в семье, кроме вас? Вы один жили? С кем вы жили? Женой. М? Женой. А вы женаты были, да? Дети были у вас? Да, дети есть. Сколько? Сын. А? Сколько детей? Сын у меня, говорю. А, сын, да? Сыну сколько было? Сейчас 45. Скажите, как вот вы в эшерах и оказались в Татаро-Армянской? Просто какой мотив? Вот просто одно предложение хотя бы нам. Для чего? Что бес попутал? Что случилось? А для чего вы взяли вот этот телевизор и 500 рублей? Правда, вы в этом нуждались? Чем вы занимались? У вас была работа, хозяйство. Чем вы занимались? Работал хозяйством постели. Ну, в деревне, в А селе хозяйство. как вы попали в Татаро-Армянскую? Там жил я раньше. Раньше там жил. С этой женщиной вы были знакомы? Родственники. Она была родственницей вашей? Вот скажите, вот сначала, честно говоря, мы не юристы, и мы как журналисты это читали, вот, да, какую-то часть вот материала вашего дела, и сначала нам показалось, что это слишком завышенный срок, и вообще что за мера наказания и так далее. Но затем мы увидели момент, который, конечно, нас смутил. Скажите, вы знали, что эта женщина была беременна? Вы не знали. Ну а мотив убийства это вот из корыстных побуждений, вы что-то хотели украсть, вот там взять из дома, вот поэтому? Вы точно не знали, что она была беременна? Не знали. Вы были в трезвом уме? Дальше не будем мы настаивать. И я вижу реакцию, больно человеку. Мы продолжим. Кондакчан Самвел Саркисович, 79-го года рождения. Вы житель села Истонка Гулрипского района. И вот по разным статьям, 99-й, 155-й, 164, в принципе, нет для юриста-профессионалов это ни о чем не говорит, но самое главное, это, конечно, убийство и другие статьи. В конечном итоге в комплексе вас осудили на пожизненное лишение свободы. 15 лет вы сидели уже? 15 и 5 месяцев. Ага. Вот несколько слов из материалов. Я не хочу, конечно, чтобы вы сейчас это вспоминали, но без этого тоже непонятно будет, о чем мы с вами будем общаться. Честно, я об этом вообще не хочу вспоминать. Да, вообще вы можете не говорить хорошо и без обид выслушайте меня. Вас наняли для совершения заказного убийства. Я так поняла из материалов дела. А вы, в свою очередь, подыскали исполнителя. Этот исполнитель рядом с вами находится. По материалам дела. Да. Да, вы его нашли. Подробностей не буду. В этой группе, которая совершила преступление, преступная группа, состояли еще 2 женщины, в том числе и ваша мама. Множеством ударов камнем были убиты ваши жертвы, выброшены в море тела их. Во-первых, вопрос, почему вы это сделали? Можете отреагировать? Да. Почему вы это сделали? Да. Почему вы в этом участвовали? Мне затронуло, что... Да, я сейчас сожалею об этом. Можно было по-другому решить это все. Сейчас я уже сожалею. Можно было это по-другому все решить. Но они затронули мое святое. Для меня это святое – это кладбище. А что с вами было? Они над кладбищем надсмеивались. Так. А там похоронены мои близкие, мои братья, сестры, двоюродные, близкие, знакомые, хорошие. А что значит надсмеивались? Они продавали цветы, снимали с могил, по несколько раз перепродавали. Я им предупреждал несколько раз, не делайте этого. Она все равно делала. Вот, Можно было по-другому это решить, но уже поздно, я сейчас А уже... где это было? Это в Сочи. В Сочи, да. Да. Центральное кладбище. А как вы с ними познакомились? Я их знал. Ваши знакомые они, да? Не, все детали, конечно, мы сейчас как его, не прокуроры, Это женщина. не следователи. А муж, он оскорбил моего дедушку, который больной был, старческий склероз имел. Он его назвал, то есть дедушка был мой выпивший, он его назвал очень плохим словом, он был пьяный, и ее муж назвал плохим словом, который этот человек, мой дедушка, мне дал жизнь, свою жизнь вложил. Это тоже для меня было оскорблением. И я, не подумав, я совершил то, что не нужно было сделать, но уже поздно.
Но в материалах дела говорится, что вы это сделали из корыстных побуждений, что у вас была там конкуренция в цветочном бизнесе и так Нет, далее. слушайте, это они так это следователь так написал. Следователь так Да, я написал. был в шоковом состоянии, я бредил, я не знал, не соображал, что говорил. Я до сих пор в себя не могу прийти, до сих пор мне бредит. Ну хорошо, тогда вот скажите, у вас, возможно, была вражда, была личная неприязнь, но вот, Самвел, вы в это дело вовлекли молодого человека, вот Твоя Умара, который сейчас вот сидит рядом с Потому вами что здесь, я и у него один, я тоже сам пожизненно. один это не смог бы за это. А? Я один не смог бы, сами понимаете. А Твоя вам был кто? Вы друзья были? Вы знакомы были? Да, Вы ему ничего не обещали? я нет. Ничего не обещали. А он почему должен был пойти на такое преступление, чтобы вашу, так скажем, гордыню каким-то образом защитить, обезопасить? Понял, что как я отношусь к этому всему. По-человечески он понял меня. Вы тогда видели ваше зрение? Я с 3 лет не вижу, мне 44 уже. Мгм. А как вы могли совершить преступление, если вы не видите? Это вопрос, конечно, не ему, так думаю, да? Так получилось. Да. Скажите, это да, в материалах дела говорится, что вы один из тех, кто, сидя на назаритян, наносили удары камнем, и что это было вообще в темное время суток. Следствие подтвердило. Тоже наносили удары. Вы это делали? Я? Мгм. Я был рядом тоже в этот момент. Сами ничего, никаких способов, методов не использовали для того, чтобы убить своих, скажем так, вот, недругов? Использовал. А? Использовал, я был рядом. Я использовал. Вы тоже Рядом. наносили удары, да? Я был рядом. Самвел, что удивляет, обычно любая мать пытается предостеречь своего ребенка, чтобы не совершить такое преступление или там, не сойти с правильного пути, если сказать банально. Как ваша мама не удержала вас, или как она могла позволить, чтобы такое произошло с вами? И сама стала соучастницей. Потому что я маме сказал, что рот не открывай. Все. А у меня как принято? У меня в семье мужик хозяин. Все это было в поколение. Мама знала, что вы собираетесь делать такое? Она в последнюю очередь узнала. И не смогла вас удержать? Нет. Не, но по материалам дела она соучастница. Ну, По соучастница, материалам, да. Она соучастница. Получилось, по что она материалам соучастница. дела, да. Ну да, вот и вопрос такой, ну, вопрос может быть и маме адресован, но сейчас матери тут нет, понятно. Вот что вы чувствуете, если говорить честно? Вот, мама, почему ты меня не удержал? Почему практически ты мне помогла совершить преступление? А есть какая-то обида или все же к маме отношение как к маме, что оно не изменилось? Какое отношение? Что вы чувствуете? Это можно сказать честно? Мама для меня это святое. У вас нет никаких обид на то, что вот Нет, судьба ваша вот таким нет. образом? Мама для меня все в жизни. Вины матери нет во всем, что произошло? Я виноват. Вы виноваты. А мама отсидела 7,5. 7,5 лет. Самвел, а я хотела бы узнать, до того, как все это произошло в вашей жизни, чем вы занимались? Чем занимался? Ездил, лечился, с правительства брал деньги, ездил, лечился. Где я работать буду с 3 лет, если я не вижу? Да. Пенсионер. Ага, вы слепой. Инвалид Да. первой группы по зрению. Еще сахар я здесь вот заработал. Еще какая-то болезнь, не помню, еще что-то есть у меня. Что вы чувствуете? Мне интересно. Что я чувствую? Вот это какая-то мерзость, когда, да, вот целенаправленно камнем ударяя в затылочную часть, убиваете человека. Вы покаялись, вы вообще как-то успокоились, освободились от этого, или это вас как-то Нет, мучает? Да. мучает до сих пор. Потому что после этого случая, через 3 дня они мне приснились. Она говорит, что про мужа, что он придет, вас заберет. Такие вещи мне снилось. Я хотел в церковь пойти
Я уже тогда понял, когда приснилось все это. Я даже в церковь не успел пойти, свечку зажечь. Хорошо. Да. Вы все вместе убили, выбросили в море и пошли домой спать? Я спать не мог, какой спать. Я спать не мог. Я до сих пор нормально не сплю. Вы вот 80-го года рождения. Да. Апсочкун. Вам было всего 29 лет. Вся ваша молодость прошла в одиночной камере. Мне 29 лет не было. Тут там сколько- пишет прямо. хоть сколько правильно, было? хоть могут Сколько- писать они вообще. А? 27? Ну хорошо, 27. Вот сколько лет вы сидите уже? 15 с половиной. 15 лет. Вся молодость тут прошла. Почему вы это сделали? Сами себе отвечали вообще на этот вопрос? Почему я это сделал? Пусть при мне все останется, я не буду отвечать ни на что. А какую Мне не статью вы надо это. заслужили? Какую Какой вы с заслужили? 8 до 15 идет, в этом хоть соображают чуть. Как Я вы не буду ни на считаете, какой что отвечать убить вопрос. двоих людей и надо дать до 8 лет? Не до 8 можно дать, до 20 хоть, а не по жизни. А, то есть Да. вы считаете, Да, что я за считаю, что такое это убийство, неправильно. Неправильно. пожизненно не надо было давать? Конечно. Пусть посмотрят в России, как людей судят и какие убийства совершают в России люди даже. Но не такие 40 дают. Если бы вам дали Если 20... был бы у меня деньги за спиной, было бы все нормально. Вот так и пусть передавай по телевизору, пусть слышат. Вот это. Если бы вам Если дали вам 25 лет, интересно вы это. считаете, что это было бы справедливое наказание? Что? 25 лет, например. Да, конечно, справедливость еще как бы куда ни брать. А Умар, не по жизни же скажите, давать. Скажите, кондакчан, вот тут сидит рядом с вами, который вовлек вас в это дело, он остается вашим другом? Эта жизнь покажет мне в свое время все, кто с чем остается. А в тюрьме мы все братья, мы все друзья и товарищи, вот и все. Мы все А у вас одинаковые нет на него заключенные. обиды, что он вообще вовлек вас в такое ужасное дело? Это мое мнение, это при мне остается, это не интересно никому. Умар, а чем вы занимались, где учились? Я не учился. Вы жили где? студент. Где жили? Я родом Кларчевский. Братья, сестры есть у вас? Сестра осталась, брат умер, 3 племянники остались. А родители ваши, У они меня были живы родители тогда? Нет, я с маленьких лет никого не имею, я одинокий. А что, родители умерли, вы были Да, во сиротой? время войны умер, да, нет, тогда еще ребенком был. Ребенка вы без родителей остались, а с кем вы росли, где вы росли? Ну, сестра старшая. Старшая сестра вас У воспитывала, меня да? есть сестра, тетя, у меня есть мамина сестра. А школа Балги, Лав, Торчал. Порчал Балги. Захашуксу хыцуаз шаны шаби. 11 лет было, 10-11 лет. Хучраги уадаюн хар халшома. Ну, хорошее не видел в жизни ничего, вот и все. Кроме плохое, горе и все, вот и вся жизнь моя молодая. И приехал в тюрьму, вот и сижу. Обидно, что неправильно осудили, вот мое слово, ну и все. А за то, что сделали, обидно? Обидно, конечно, в жизни все обидно, что столько лет потерять жизни, это не идет. Вообще этих людей вы жалеете или что вы чувствуете по отношению Я к их ним? вообще знать даже не знал. Вы их не знали, да? То есть вот я не знаю, вот человек может вот 27 лет, скажем, да, вот сорваться и совершить именно вот такое жестокое убийство? Или вы к этому как-то шли, уже хулиганили? Нет, я не хулиганил ничего в жизни. Вы Не были... хулиганил. Нет? Я простой человек, христианин. Любил работать и А все. я уже за усоболос. Ну, в магазине работал, потом дома помогал, вот чем занимался. Все это. А не были женаты в том Не. времени? Не были женаты. Простое. Вы свыклись с тем, что с вами произошло, или вот вы вот так злитесь постоянно в гневе? Я сожалею, что я совершил просто. Иногда люди, которые находятся в заключении, в заточении много-много лет, они хотят выговориться и общаться. Больше переживаете за свою судьбу, за то, что с вами это случилось, и вы должны находиться здесь вот столь длительное время, да, и будущее тоже абсолютно непонятно. Или все-таки переживаете вот за то преступление, которое вы сделали, и за то, что жертвами вашего преступления стали люди? Что скажу? Я скажу одно, что я, да, сожалею. Это меня мучает. И
Я не хочу лишь, я вначале сказал, я не хочу лишь, не могу лишь, не то, что не хочу, я не могу вспоминать, потому что мне самому тяжело, я свое получил, достаточно. Человека убить это не просто, не просто так. Вы это поняли не сразу, тогда не поняли, сейчас уже Тогда вот я понимаете. не знаю, у меня даже голова болела на том момент, когда это случилось. У меня очень большие головные боли начались, меня это вначале уже беспокоило. У меня был шок даже, скажу, когда меня первый раз закрыли в Агудзаре, когда меня забрали, передо мной летали какие-то предметы. Я вот так сидел, я не засыпал, я подпрыгивал, мне кошмары были, что-то происходило. И вот до сих пор, за эти годы все, до сих пор у меня еще не все наладилось. Меня преследует это все. И мучает, я сожалею. Но я знаю, что Бог видит, и один Бог только знает, что происходит со мной. И я знаю, что Бог меня простил. Если надо меня судить будут там. А вот по отношению к Чакрян, которая, насколько я знаю, по материалам дела, опять же, Да. организовала все это, что вы думаете о ней, что чувствуете по отношению к ней? Да лучше бы, я честно скажу, эти люди лучше жили бы, как бы там ни было, пусть их Бог осудил бы. Ее дорога туда была. Она не хороший человек, она дьявол. Чакрян? Да, это дьявол. Она как больной человек ушла, больная, и продвигает там в России свои дела дальше. Она больной человек, она продвигает. За что я говорю, что она дьявол, у нее человеческого ничего нет. Если вы говорите о том, что между Хоть вами... она мне родственница, дедушкина младшая сестра. А дедушка мой всегда говорил, не связывайтесь с ней. Вообще к ней Если вы говорите, что не из-за корыстных побуждений это сделали, а что между вами и вот пострадавшими была длительная какая-то вражда, чуть ли не между поколениями. А при чем тогда Чакрян? А при том, что она мне постоянно говорила, что они цветы оттуда снимают с кладбища. Она больше об этом знала, потому что она там неподалеку живет. Я даже был в больнице последний раз перед этим, в Уфе я находился. Она даже звонила мне в Уфу, постоянно беспокоила меня за это. И я говорил, отстань, но все равно я когда туда приезжал, она мне что-то постоянно и кушать или что-то, я не знаю, что-то шептала, ходила, что-то делала, может и подливала. Еще мне... Она ничего не обещала вам? А? Ничего не обещала? Она? Да. Что она мне обещала? Деньги, например, заплатить вам. Нет, она мне просто говорила, уберите ее, она ее тоже мешала. Но я не за это. Не за то, что она говорила, я не за это. Я говорю, что я за того, что кладбище для меня святое. А то, что она мне говорила, это мне вообще без разницы было, потому что ей веры нет. Умар сказал, что он не согласен с тем наказанием, которое ему вынесли, Да, приговором. Да, А вы? тоже не согласен. Дали бы лет 20. 20 плюс срок дали бы просто, но не пожизненно. Я не согласен тоже, конечно. Был бы срок, не обидно было, ладно, совершили, получилось, хорошо, отсидим это, понесем наказание. Но срок дали бы, была бы справедливость. Справедливо это все было. Сурин, я хотела ваше мнение услышать. Вы что скажете о своем приговоре? Вы считаете, что... Сожалею, вам но дали- виноват, да, но что сделать? Говорит, что Бог что не повторится, но ошибка своя. Но то, что вам дали пожизненное заключение. Обещали 15, отдали пожизненно. Как проходит вот ваш день вот здесь вот, да, распорядок дня, на что вы имеете право? Что там, первые этаже сидим, в первой камере сидим спокойно, Вы выходим на все в одной прогулку. камере? Да, пожизненно в одной камере. А да. Хагба, Дима тоже с вами в этой же Чет- камере? 4 человека, да, в одной камере. А как вы думаете, почему Дима Хагба не согласился? Мы очень хотели, чтобы он с вами... Болеет. А? Он болеет, хотел пройти, но болеет. Болеет? Там очень болеет. Хагба сидит уже сколько лет? 23 года? 23 с лишним, да, 23 года уже сидит, да. 24 часа вы, за исключением времени, когда вы спите, да, все остальное время вы ничем не занимаетесь, да? Ничем не Просто занимаетесь. сидите в камере? Да, прогулка и камера. Кстати, прогулка положена, да? Вот в день сколько раз вас выводят на прогулку? Один раз. Один раз. Один раз. И на какое время? Сколько времени вы гуляете на свежем воздухе? Где-то 2 часа.
2 часа. А вы можете общаться с родственниками? Есть связь? Имеют право С кем воспользоваться общаться, если телефоном? родственников нету, с кем У общаться? вас же есть сестра. Сестра? Вы общаетесь с Нет, сестрой? я ни с кем не общаюсь. Связи Откуда с мне стыдно родственниками. с кем-то общаться, слушай? Вам Да, стыдно, да. или они не приходят? Скажите, к вам никто не приходит, А не мне посещает? приходят, слава Богу, мне вообще стыдно даже сказать обидно. За то, что неправильно судят, он там сидят. Сурен, а ваш сын общается с вами? Почему? Ну, далеко. У меня Обширонский живет. Где живет? Обширонск. В Ширунск. Ну, например, в России позвонить по живет. телефону, поговорить по телефону. За столько лет он ни разу не приходил к вам? Ни разу не приходил? По телефону тоже не общался с Не, вами? МБД когда сидел, приходил. Ну, сейчас сюда И нет. все это время Сюда он нет. не интересовался абсолютно, как вы живете? А ваша жена? Жена умерла. Она умерла, когда вы уже сидели здесь, да? 7 лет назад. 7 лет назад. Телефон есть тут у вас? Мобильных телефонов? Разрешение, когда родственники звонят, предоставляют возможность связаться. А так они не имеют права с мобильными телефонами тут. Это вот как пожизненники, они не имеют права пользоваться телефонами, потому что есть заключенные, которых мы знаем, которые и в интернете тоже, кстати, пишут, находясь здесь. Но, Умар, у тебя нет телефона? Никому звонить. А на что вы имеете право здесь? Вот чем-то вы хотели бы заниматься? Например, чем-то, какую-то пользу приносить вообще хотелось Нету бы? негде работать. Негде, А нечем если было заниматься. бы вот как Была колония бы поселений? гораздо. Ладно, гораздо лучше была бы. Скажите, а библиотека есть, что-то можно читать здесь? Читать можно? Есть у вас? Читаете что-нибудь? А вот что происходит в мире, вот там и так далее? Да, Телевизор. интернета у вас нет? и вы- Телевизор. Телевизор есть, да? Ну, конечно, телевизор смотрите, есть. да, да. Какой канал вы смотрите? Какой канал? Первый, второй. Они будут смотреть Абаза, абхазское Абхазия, телевидение НТВ. обязательно. С кем бы вы хотели пообщаться? Со священником, с психологом, с уполномоченным по правам человека? Вообще интересно, вот за столько лет вы сидите, вот здесь какой-нибудь, как сейчас говорят, омбудсмен, уполномоченный по правам человека, появлялся, вообще интересовался вот вами? Кто эти люди, которые на пожизненное вообще обречены, что они сделали и так далее? К вам никто не приходил? Я не видел, не знаю. Не было никого, да? А вот исповедаться и так далее, вот не хотелось бы вот иногда? Вы бы не хотели, чтобы церковь, чтобы больше была вовлечена в вашу жизнь и как-то она поддерживала вас? Нет, у нас церковь есть, мы на прогулке туда можем пройти. Можете пойти, Да, да? церковь. Вы ходите? Я иногда хожу, там кто-то проведет, хожу. Да, ходите, да. О чем вы молитесь? О мертвых, о живых. О ком можно молиться? О чем вы просите Бога? Кто простил, помиловал меня. О чем я могу просить? Скажите, никого из вас не навещают? Вот родственники, друзья, соседи, с кем вы до того Нет, у общались? меня только мама приезжает иногда по возможности. К вам мама приезжает. К Сурен к вам никто не приезжает? У вас нету братьев, сестер, вот родственников? Брат, сестра в Украине. Они, ну да. В Абхазии никого нет у вас? Есть брат Псова живет. Где живет? На Псов? Он тоже к вам не приезжает? А вы не думали о том, чтобы попросить прощения У у родственников. родственников? Это уже я просил. Прощения, Просил? да. У кого вы просили? Как потерпевших. Родственников. И как они вам ответили? Не принимают? Принимают? Ну, ничего не сказали такого, не ругали. Ну, Не простили? Бог есть судья, говорит. Посмотрим там, видно будет. Это мы так правда и не поняли. Если не из-за каких-то корыстных побуждений, там, ну, как это могло случиться, не знаю. Вы не хотите говорить, и я влезать в это тоже не хочу, но неужели вы это сделали ради старого телевизора? Я не знаю, и 500 рублей. Значит, что-то там есть серьезное, о чем вы не хотите говорить. Похоже, да? А если бы вы знали, что она беременная, вы не совершили бы?
что вы едите, вот сколько раз вас кормят, и если я вот вижу, вот из того, что вы сказали, не приходят родственники, никаких посылок, передатчик, да, 3 раза в конечно, день. вы полностью на государственном обеспечении, да, вот скажите, сколько раз в день вас кормят? 3 раза. 3 раза. Утром каша, в обед какая? гречка, рис. Обеда, вот на обед что дают? Обед у нас что идет? Фасолевый суп. Потом что у нас идет еще? Гороховый суп. Соус, борщ. Борщ по воскресеньям. Второй дают? Второй у нас вечером. Вечером. да? Ужин, да. Ой, это на ужин. То есть на обед у нас первый идет, на ужин идет второе. Что второе? Макароны с сыром или с тушенкой по-разному. А вы общаетесь с другими осужденными? Ну, конечно, в тюрьме находимся, как не общаться? Вам разрешают с ними Ну, общаться? почему? На прогулке? Ну, почему? Подходят, когда мы закрытые, подходят, через корму разговаривать могут. Кто на улице гуляет, если прогулка у них с улицы, с решки могут разговаривать. Наверное, самый главный вопрос и самый важный вопрос, какова ваша последняя надежда? Что справедливость восторжествует, что нас простят, и мы все-таки А в чем вы справедливость видите вот в вашем случае? справедливость, Мгм. ну, их уже не вернуть, мы-то живые, и пойдем к своим домой, и оставшуюся жизнь пожить там, дома, а не здесь. Не хочется здесь умереть. Ну а какая надежда есть в таком случае? Это вот то, что вы хотите домой, а у вас пожизненное лишение свободы. Вот надежда на что? Надежда на то, что время пройдет, может быть, что-то изменят, какой-то закон появится, справедливость. Отсидели свое все-таки уже. Вы считаете, что вы отсидели, да? Я считаю, да. Для меня лично 15 лет это как 25 лет. Вот срок перевели бы, хоть нормальный срок, вот можно было бы вот пойти рядом с сыном, жить спокойно, вот работать там, внуки, все. Как вы считаете, вы не представляете опасность для общества? В жизни. Нет, конечно. У вас слезы на глазах, Сурен. Ну, надеетесь, да, вот на что? Вот вообще пытались какое-то прошение подать, оспорить решение суда? и Кто так ему далее? поможет? У него никого нет, родных нет. Вот, может быть, были бы родные, подсуетились бы. Ну, сын. Ну, сын равнодушен, я так понимаю. Но в этом случае, наверное, вот как раз-таки омбудсмен, уполномоченный по правам человека. Умар, Да, на что надеемся? на Бога. Что поменяют статью, дадут срок. Вы на это надеетесь? Каждый человек надеется на это, кто сидит, наверное, думаю, так, наверное. Все-таки на это надеетесь? Ну, конечно, надеемся. Надеетесь на помилование? Я не писал и не собираюсь писать. Что я? Я вот 5 раз на помилование при Хаджибе писали, и при этом президенте писали. А что? Нету до сих пор ничего. Вам отказывают? Последний раз на год отложили, потом уже сказали, что комиссия, годами вот ждем. Комиссия их никак не прошла. То у них людей не хватает, то у них что-то. Ну, несправедливость вынесли, а что сделать, скажи? Ну, если вы считаете, что это бороться. несправедливо, бороться, да, за С кем справедливое бороться? решение, С кем? делать попытки. Ну, если человек написал, если им не дают, мне дадут, что ли, шансы? У вас есть вот друзья, которые вас не оставили после того, что с вами случилось, и вспоминают, и приходят, звонят? Есть что-то такое?
Или уже У нет меня? и друзей нет, да, Умар? Ага. У меня есть племянники, они что приезжают как могут, общаемся, вижу их же, дети приезжают. В чем ваша главная ошибка, как вы теперь думаете? Ну что совершил вот это убийство, вот главная ошибка в жизни. А что вот родственникам хотели бы сказать? У вас есть такая возможность обратиться и к родственникам. Ничего не хочу говорить. Ну как, извиниться не хотите, попросить прощения тоже не хотите? У кого? У родственников погибших, А у пострадавших. родственников погибших? Да. А он так сильно переживал за них, интересно. Он это кто? Ну, кто-то их не сын. А? Потерпевшим. Сын. Почему вы считаете, что он не Ну, пережил? почему-то он на суде переживал только за расходы их, что он их похоронил. Вот что он переживал, а не за то, что там судят кого-то. Да, это правда. Или что-то делают, и он за это не переживал. Он думал, кто ему расходы заплатит. Вот что он переживает. Нам дали по жизни, а он надеялся, что мы еще их расходы будем выплачивать. Он прямо на суде там говорил. А ему суд сказали там на суде, что людям дали пожизненно, ты еще хочешь расходы, чтобы тебе закрыть. К кому бы вы хотели обратиться для того, чтобы изменить вот свое положение, и чтобы у вас была надежда более реальная, чем сейчас? Вот. Если тебе не трудно, ты поедь в Арчели, пожалуйста, где 5-я школа. Спроси, кто такой Умар Твартвая. Тебе там любой человек скажет, кто я такой. И заедь вот сюда, в Вестунку, где я жил. Спроси, кто такой Умар Твартвая. Тебе там тоже любой человек скажет, кто я такой. Я ни одному человеку плохого в жизни не сделал. Начиная с детей, кончая с взрослых. Можете там у них спросить, они вам сами ответят, кто я такой. И все. А мне эти камеры, мне это все неинтересно, когда снимаю. А там можете узнать не от моих уст, а от них сами вам скажут, кто. Но вы все хотите, чтобы пересмотрели ваше дело? Я свое хочу, что они меня неправильно осудили. Да, я Вот, тоже всё, сам, что я тоже в это этой сам. жизни. И все, больше мне ничего не надо. Он отправил эту бумагу, то, что я говорю, вот это письменно, то, что ему было передано, он эту бумагу отправил туда, где должна была произойти комиссия, куда я подавал, президент. Так сказали, что он передал эту бумагу туда, где на комиссию должны были пересмотреть, и комиссия до сих пор нету. И эта бумага просто пустую, получается, написана. Все. Аслан Георгиевич, я вас прошу, если есть такая возможность, посмотри на нас. Мы не маньяки, не преступники. Попали один раз в жизни. Я вас прошу, помилуйте нас, если есть такая возможность. Если мы заслужили наказание, пускай нас Боженька накажет. Умар, а почему вообще вы не хотите, чтобы вас видели люди? Вам стыдно? А что, не стыдно? А что здесь, гордиться надо этим? Что совершил, гордиться, это что, награду выдадут, что ли, за это? Значит, стыдно. Ну, стыдно, и за это попросил и вчера, чтобы меня не снимали, не это. А так я адекватный человек. Не было бы камеры, я с вами тихо пообщался бы. Как человек с человеком может разговаривать. Но мы так сюда не попали бы, вы же понимаете? А я хочу, чтобы меня рассмотрели сроки, и все. Я у них свободу не прошу никакую. Как полагается, а не таким сроком, как я сижу. Я не знаю, что будет, но хотелось бы, чтобы в вашей жизни произошли изменения. Я хотел добавить, но не успел. Осужденные к пожизненному лишению свободы отбывают наказание в исправительных колониях особого режима, отдельно от других осужденных. С учетом отсутствия режима содержания на территории Республики Абхазия, все осужденные по различным статьям, по мерам наказания, они все содержатся в СИЗО. И в связи с этим осуществлять режим содержания осужденных вынесенным судом Невозможно это, да? Это ну, нереально. В установить наших режим. условиях, В наших условий для этого нет. Условий для содержания в наших условиях нет. Хорошо. В связи с этим мы, естественно, стараемся
в одном режимном корпусе разграничить их, но пожизненные осужденные в количестве 4 осужденных, они содержатся в одной камере. Но В том же режимном пожизненники, они все вместе практически. У нас сколько? 4 человека 4 осуждены на человека, пожизненное лишение. Они Да. вместе в одной В камере. одной камере, да. В одной камере находятся. И вот хочется дальше задать вопрос. Вот мы общались с ними, понятно, что это очень разные люди, абсолютно разные люди. Хотелось бы у вас спросить вот о их поведении, вообще как они себя ведут, насколько они придерживаются режима этого учреждения. Ведут себя нормально к администрации, не пререкаются с сотрудниками, не мешают работе режима. За период отбывания ихнего здесь нахождения и моего недавнего нахождения ни в чем предосудительном замечены не были. Содержанию и работе следственного изолятора они не мешают, ведут себя тактично, в беседе с сотрудниками, вежливы. По законодательству пожизненно осужденным в течение года предоставляется 2 краткосрочных Свидание, да? свидания с близкими родственниками, передачи в год 3 раза до 30 килограмм. Но похоже, И- что им никто ничего и не носит. Нет? За время моего нахождения, что к ним родственники посещали, такого не было. В вашем учреждении здесь, в Гранде, сколько человек, сколько заключенных? 302 заключенных на сегодняшний день. Это осужденных, подследственных и находящихся за судом. По сравнению с некоторыми ближайшими нашими государствами, мне кажется, что у нас ситуация не хуже. Статистика даже где-то... Но в при статистике мы в хвосте, да. При этом Слава богу, что в хвосте, у нас-то содержатся не только граждане Республики Абхазия, Ага. а из числа 302 О. содержащихся в СИЗО 29 граждан Российской Федерации, иностранных граждан 31. Это по итогу получается уже 60 человек, не граждан нашей страны, которые содержатся у нас в следственном изоляторе. Еще у меня вопрос. На что могут претендовать осужденные, пожизненно лишенные свободы? На какие условия? Книги, настольные предметы, это нарты, шахматы, домино, телевизор, предметы гигиены. Мы обеспечиваем горячей водой. Одежда, и кто их обеспечивает? Вообще, что они одевают, обувают? Кто обеспечивает эти Родственники, родственники, да? А если родственников нет? государство. Кто-нибудь из них имеет шанс претендовать на УДО, на освобождение досрочное? По законодательству, когда осужденный на пожизненное заключение отбыл 25 лет срока наказания в пенитенциарном учреждении, в СИЗО, в тюрьме, то он после 25 лет отбывания наказания может подать на условно-досрочное освобождение, но не ранее. И самые близкие по сроку отбывания из 4 осужденных, это Хак Бадима, который осужден был в 2000 году. Он в 2000 году был осужден. Он участник войны, да, и осужден был в 2000 году к смертной казни. После этого в 2010 году заменено было на пожизненное заключение. И срок отбывания у него 23 с лишним года уже. Отбывает в СИЗО МВД. Заменено было на пожизненное заключение. И срок отбывания у него 23 с лишним года уже. Отбывает в СИЗО МВД. Конечно, произвести запись такой передачи или такой коммуникации
в таком специфическом учреждении, как специалисты, эксперты называют, тотальном институте. То есть в тюрьме это не так уж просто. Но мне кажется, что нам немного удалось пообщаться с пожизненно осужденными. Очень жаль, что их сокамерник Хагба, которого мы очень хотели видеть, не согласился на участие вот в этом эфире. Насколько я понимаю, 23 года он уже сидит в Дранском СИЗО. Он тоже осужден на пожизненное. И похоже, что он даже не надеется на то, что в его жизни что-то может поменяться. Ужасные истории, когда жизнь повернулась каждому своей худшей стороной. Мы смотрим разные фильмы, читаем книги, размышляем, эмпатируем. Попытаться понять, как живут эти люди, это еще наш профессиональный долг. Что будет дальше, я не знаю. Никому, даже злейшему врагу, не пожелаю оказаться здесь. Однако в народе говорят: от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Это была Аргама из Дранского СИЗО.